Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в течение 13 лет призывал Бану Курейш, племя курейшитов к исламу, и был вынужден переселиться в Медину через 13 лет пророчества. И когда он переселялся в Медину, к нему навстречу вышли мусульмане, которые уже переселились раньше, жители Медины, Ансара и иудеи, которые населяли в то время Ясриб. И один из них, Абдулла ибн Салям, который впоследствии принял ислам, был один из знатоков Торы, был иудеем, знающим иудеем. И от него приходит хадис. Повторюсь, впоследствии он принял ислам. И он видел, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел. Вот приехал в Медину. И первые его слова были для мухаджиров, тех, кто совершил хиджру, и ансаров, которые населяли Медину. Он сказал: «О люди, распространяйте среди вас салям». То есть распространяйте среди вас саляму алейкум, желание мира. Кормите едой нуждающихся и молитесь в то время, когда люди спят. И тогда вы войдете в рай без салям, с миром. То есть первое, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, к чему призвал он своих сподвижников, это распространение саляма. Распространение, здороваться друг с другом, давать салям. И ученые сказали, вот слова «ассаляму алейкум» — это не просто приветствие, это дуа. Дуа, которую мы делаем за своего брата. Ассаляму алейкум, мир тебя. Пусть Аллах субхану ва тааля избавит тебя. Избавит от любого зла. Любое зло, которое может быть. Пусть Аллах тебя спасет от всякого зла. От болезней, сумасшествия, людских козней, грехов, искривления сердца, неверия, злодеяния, от склонения и всего плохого. То есть от всего этого пусть Аллах тебя избавит. Ассаляму алейкум. Пусть тебя даст мир. То есть избавление от этого всего. И это дуа. Это не просто приветствие, это дуа. Им каждый из нас читает это дуа в ташахуде. Ассаляму алейна ва аля ибадаллахи салихин. Аттахияту лилляхи ва салам. Читаем же в суре? Дуа, которую мы читаем в ташахуде, в намазе. Аттахияту лилляхи ва салату ва таибат. Там есть такие слова. Ассаляму алейна ва аля ибадаллахи салихин. Пусть Аллах избавит меня, нас и все айбаду салихин, праведных рабов, от всякого зла. И вот это дуа мы делаем за своих братьев, когда им говорят: саляму алейкум. Пусть Аллах избавит тебя от любого зла. И это дуа, которую мы делаем за своих братьев. И это, говорит, сунна от Адама, алейхиссалям. Со времен Адама вот это приветствие, оно идет. И вплоть до того, даже люди, которые будут населять рай, будут приветствовать друг друга этими словами. И, к сожалению, на сегодняшний день мы оставляем эту сунну. Оставляем эту сунну, перестаем здороваться с мусульманами, которых мы не знаем. И это одна из признаков судного дня, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что одним из признаков судного дня, что люди перестанут здороваться с людьми, которых не знают. Так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал нас к этому. И вот отсутствие вот этого саляма, говорит, одна из причин того, что у нас нет вот взаимной любви. У нас распри, раздоры, ссоры. В хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, приходит: вы не войдете в рай, то есть слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вы не войдете в рай, покуда не уверуете. И не уверуете, покуда не возлюбите друг друга. То есть пока вы друг друга не полюбите, вы не уверуете. А вы не уверуете, не попадете в рай. Указать ли мне вам на такое деяние, совершая которое вы полюбите друг друга? Распространяйте между вами приветствие. Распространяйте между вами салям. То есть, если я прихожу: ассаляму алейкум, пусть Аллах тебя избавит от всего плохого. И говорит: ва алейкум ассалям. И пусть тебя избавит. Мы друг за друга делаем дуа. И это порождает любовь между нами. Повторюсь, одно из плохих качеств того сегодняшнего, что мы перестали здороваться с мусульманином. Мы видим, что он мусульманин, но мы не знаем, потому что мы его не знаем. Когда, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда к нему пришел один из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: какое исповедание ислама является наилучшим? Вот я мусульманин, что вот самое лучшее проявление моего ислама? На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ты должен кормить едой нуждающихся и приветствовать мир в тех, кого ты знаешь, и тех, кого ты не знаешь. Это проявление ислама. Красивое проявление ислама, что я здороваюсь, знаю его или не знаю, он мусульманин, я делаю за него дуа. Саляму алейкум. Пусть Аллах избавит тебя от всего плохого. И сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, были такими. Приходит от Абдуллы ибн Умара, радиаллаху анху, сын Умар ибн Хаттаба, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям, выходил каждый день на базар. Выходил, чтобы распространять салям. И когда один из его друзей сказал: зачем ты идешь на базар? Ведь ты все равно ничего не покупаешь, не смотришь на товар, не спрашиваешь о его цене, не торгуешься, не садишься, чтобы побеседовать с людьми. Зачем ты вообще приходишь?
На что Абдулла ибн Умар сказал: я иду на рынок ради саляма, чтобы поприветствовать встречающихся мне людей. То есть я получаю награду Аллаха Субхану ва Тааля. Я увеличиваю благие деяния, которые я совершаю. То есть я распространяю салям. Я желаю дуа за своих братьев, чтобы Аллах избавил их от всего плохого. И говорит, обратите внимание, когда ты видишь, что этот человек мусульманин, на тебя посмотрел и не поздоровался, к нему уже некое такое, холодок в отношении такое. В то же время, когда человек заходит и говорит: ассаляму алейкум, я даже его не знаю, но уже к нему некое, мы проникаемся им, видим, что это человек простой, он лишен высокомерия. То есть этот человек религиозен, его уровень веры выше. И это в поведении его, то, что мы салям, человек поздоровался, уже видим, что этот человек мусульманин, знающий, набожный, не высокомерный. Потому что некоторых вот это высокомерие не дает здороваться. Он скромен. И поэтому, когда мы здороваемся с братьями, даже вот буквально ты вот на рынок вышел, с тобой поздоровались, уже как бы иман увеличивается, настроение увеличивается, потому что, машаллах, нас много, да, вот это ощущение, оно и порождает эту любовь, братство, которое есть. Именно даже ты увидел, альхамду, как бы с сестрам проще плаки, когда сейчас, альхамду, не все бородатые мусульмане, потому что это, альхамду, по милости Аллаха, стало модным. Когда-то бороду носить, все на тебя косили, сегодня даже далекие люди от ислама носят бороду. Но тем не менее, ты видишь, если человек укоротил усы, либо они укорочены, уже мусульманин видно. Или в тюбетейке можно поздороваться. И ты делал дуа за него, он делал за тебя дуа. Получил награду, сделал за него намерение. Хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Одежда пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сидел со сподвижниками, один зашел, сказал: ассаляму алейкум. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: ва алейкум ассалям. Ответил ему и сказал: 10. Зашел другой, сказал: ассаляму алейкум ва рахматуллах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил ему на его салям, сказал: 20. Третий человек сказал: ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил ему и сказал: 30. То есть, говорит, дуа, когда мы делаем дуа, ассаляму алейкум, мы за него попросили мир, потому что Аллах его избавил от всего плохого. Дальше сказал: ва рахматуллах, и милость Аллаха субхану. То есть делаем вторую дуа за него, и милость Аллаха субхану ва тааля. Третий говорит: ва баракат, и баракат мы просим. То есть мы просим за своего брата, чтобы Аллах избавил его от всего плохого. Оказал ему милость и оказал ему баракат. То есть мы сделали 3 дуа. И ученые объяснили, мусульманин за каждое праведное деяние 10 аджиров. Попросил салям, 10 аджиров. Попросил милость Аллаха, еще 10 аджиров. Попросил бараката, еще 10 аджиров. То есть 30 аджиров. Я получил награду Аллаха субхану. Я сделал дуа за этого брата мусульманина. Он сделал дуа за меня. Это возможность. Возможность делать за брата. Это увеличивает нашу любовь. Потому что, как пророк, саллаллаху алейхи, сказал: не уверует из вас никто, пока не пожелает своему брату то, что желает самому себе. И это прекрасная молитва, которую мы делаем за своих братьев. И в то же время является обязанностью для нас возвратить салям. Если мусульманин поздоровался с нами, мы обязаны это вернуть. Дать салям сунна, вернуть ее является обязанностью. Приводит пример, братья говорит: пришел с одним поздоровался, он на меня так посмотрел, говорит, и не ответил. Ты совершил харам. Если высокомерие, обида или еще что-то, ты не имеешь права не вернуть салям. Это обязанность, фард, который возложен Аллаху субхану на нас. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: мусульманин имеет 5 прав. То есть 5 обязанностей мусульманина по отношению к другому мусульманину. Первое – это вернуть салям. Тебе сказали: ассаляму алейкум, ты должен вернуть. Ва алейкум ассалям. Это фардом, обязанностью является. Фардуль кифая, да, хотя бы один из нас вернет, достаточно, но лучше каждый, чтобы вернул. Потом говорить, кто чихнул, сказал: альхамдулилля, сказать ему: ярхамака Аллах. Ответить на приглашение. Тебя пригласили куда-то, на свадьбу, на маджлис, ты должен ответить. Это его право и твоя обязанность. Посетить больного и проводить умершего. То есть вернуть салям является обязанностью. Обидел, обижен ты, не обижен, достоин, недостоин. Это право Аллаха, которое Аллах на нас возложил. Тебе сказали: ассаляму алейкум, ты должен ответить. И Аллах субхану ва тааля в суре Ан-Ниса 86 аят говорит: когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием. Или тем же самым. Боясь не Аллах подсчитывает каждую вещь. Аллах подсчитывает каждую вещь. Ты ответил, либо как минимум ты должен ответить то же самое, что тебе сказали. Тебе сказали: ассаляму алейкум, ты должен сказать: ва алейкум ассалям. Тебе сказали: ассаляму алейкум ва рахматуллах, ты должен ответить: ассаляму алейкум ва рахматуллах. Если сказали: ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, нельзя говорить: ва алейкум ассалям. Нужно говорить: ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. Как минимум тем же самым. И ученые сказали, даже в вопросах интонации,
Он тебе улыбнулся, ты должен улыбнуться. Он тебе ответил четко, ты должен ответить четко. Потому что Аллах сказал, обязательно тем же самым вы обязаны вернуть. Это право Аллах, который на нас возложил. Но лучше сделать больше. Поэтому ученый говорит, тебе сказали ассаламу алейкум, сказали ва алейкум ассаляму ва рахматуллах. Тебе сказали ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, сказали ва алейкум ассаляму ва рахматуллахи ва баракатух ва магфиратух. Сделай чуть больше. Но как минимум то, что тебе сказали, ты должен вернуть. Это обязанность. И очень плохо, когда человек, который имеет религиозное образование, не возвращает этого. Это наша ошибка, нужно это исправлять. И в конце хотел привести хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине салям одно из имен Аллаха. Салям одно из имен Аллаха, установлено им на земле. Так распространяйте же салям между вами. И поясни, если человек поприветствовал людей, и они ответили ему, то он превзойдет их. Человек, который первый поздоровался, он превзойдет тех, кто ему ответил. Потому что человек, который поздоровался, совершил сунну, а те обязаны ему вернуть. Поэтому тот, кто первым поздоровался, он превзошел, сказал пророк, он превзойдет по награде. А если они не ответят ему, то есть я поздоровался, мне не ответили. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, а если они не ответят ему, то ответит ему тот, кто лучше и достойнее, чем они. То есть даже если этот человек тебе не вернул салям, тебе ответят те, кто достойнее этого человека. И ученые сказали, ангелы Аллаха, они достойны, они ответят на твой салям. Поэтому если я сказал ассаламу алейкум, мне не ответили, я не должен расстраиваться. Иншаллах, за место них ответили ангелы, а они сами перед Аллахом ответят. Поэтому это сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которую мы должны распространять. Делать дуа за своих братьев. И это увеличит любовь между нами. Это будет возвращение сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И одно из его завещаний и приказов. И пусть Аллах, субхану ва тааля, посредством этого саляма вернет вот это единение нашего джамаата. И нам быть среди тех, кто распространяет салям с теми, кто знает, и тех, кто не знает. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.